Здравствуйте, уважаемые участники нашего вебинара. Сегодняшнее занятие называется «Многоуровневое описание». Меня зовут Парилова Любовь Валентиновна. Я главный библиотекарь отдела обработки Национальной библиотеки Республики Коми. Значит, начнем. Сначала мы попробуем выяснить все-таки, что означает многоуровневое описание. Многоуровневое описание представляет собой совокупность сведений об отдельных физических единицах, томах, выпусках, номерах, объединенных общим заглавием. Внутри многоуровневого библиографического описания установлена иерархическая связь, которая реализуется средствами формата через соответствующие поля связи. Многоуровневые библиографические описания составляют в первую очередь на такие многочастные документы, как многотомные документы, а также сериальные и другие продолжающиеся ресурсы. Значит, источником информации может быть объект описания в целом. Это значит все, например, тома, представленные, например, сборник собрание сочинений в 6 томах. Можно по нему составить. Или же может быть по группе томов, из 6 томов по первым 3, может быть. А также описание может быть составлено по одному тому. Так, значит, рассмотрим первый уровень. Первый уровень – это у нас общая часть. Значит, на первом уровне приводят сведения общие для всех или большинства физических единиц, томов, выпусков, номеров, входящих в состав многочастного документа. Заголовок может предшествовать описанию только на первом уровне. На втором уровне записи заголовок не применяют. И если же еще такое есть положение, если многоуровневую запись составляют по одному тому, и по характеру сведений трудно установить, относятся ли они ко всей многотомной книге в целом или только к данному тому, то сведения приводят все на первом уровне. И также это такой же важный момент. Это все на основе российских правил каталогизации, все эти пункты. Изменения данных в последующих томах отмечают, как правило, на втором уровне. Например, если существенно изменилось общее заглавие многотомной книги, авторы, организации, несущие ответственность за них, то может быть даже составлена новая запись взамен составленной ранее. Вот рассмотрим такой просто пример. Пушкин Александр Сергеевич. Собрание сочинений в 10 томах. Вот это у нас получается общая часть с названием и автором. И вот это уже частное заглавие. Том 1, стихотворение 1813-1824 года. И также запись, библиографическая карточка на второй том. Пушкин Александр Сергеевич, собрание сочинений в 10 томах. И вот также, если вы можете посмотреть, что они совершенно идентичны, только отличаются частные заглавия. Том 2 и том 1. В качестве основного заглавия в описании на первом уровне приводят общее заглавие объекта в целом. Частные заглавия томов приводят уже в описаниях на втором и последующих уровнях. Вот, рассмотрим пример. Это у нас как бы выглядит описание общей части. Книга «Сага о форсайтах». Название будет идти общее. Другой пример. «Война и мир».
Новая иллюстрированная энциклопедия и энциклопедический справочник школьника. Это вот заполняет 200-е поле в общей части. В сведениях, относящихся к заглавию, в общей части обычно приводят данные о количестве томов, которое предусмотрено при создании многотомной книги. Если эти сведения указаны в книге, их приводят записи на первом уровне. Ну, вот тоже можно рассмотреть такие примеры. $А заглавие общей части, вот, общество знания. Это тоже сведения, относящиеся к заглавию, учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений и в 2 частях. Также вот пример русские писатели 20 века, биографический словарь, сведения, относящиеся к заглавию. Тоже сведения, относящиеся к заглавию в 4 томах. И вот тоже такое название «Избранные произведения» в 3 томах. Граф Монте-Кристо, роман в 2 томах. Все вот эти вот количество томов приводят в общей части. В сведениях об ответственности в записи на первом уровне приводят имена авторов и других лиц, принимавших участие в подготовке многотомной книги. Многотомной книги в целом. А также туда обычно приводят в общую часть автора вступительной статьи, предисловия, которые имеются в первом томе. Также туда же входят наименования организаций, принимавших участие в подготовке всех или большинства томов. Ну вот тоже рассмотрим пример. Собрание сочинений в 5 томах. Федор Михайлович Достоевский. Ответственность. Первое сведение об ответственности. $Ф. Федор Достоевский. Ж. Вступительная статья А. Кирпичникова. Комментарии других лиц. Тоже пример. Критика русского зарубежья. Е в 2 частях. Тут же Ф, извините, здесь пропущено. Составители, авторы, примечания ОА Коростелев и НГ Мельников. И вот также вот избранные труды в 4 томах. Л. И. Авалкин. И тут же еще есть организация, которая принимала участие в создании этих трудов. Вольное экономическое общество. Ж – это последующие сведения об ответственности. Вот, значит, тоже поле 200. А. Взгляд на причины преступности в России за тысячелетие. Е. Первые сведения. Сведения, относящиеся к заглавию в 2 томах. Первые сведения об ответственности В.И. Власов и Н.Ф. Горчаров. 2 автора. И также Ж. Здесь должен быть. В части принимали МВД Российской Федерации, Республиканский институт повышения квалификации работников. Обычно эти сведения у нас находятся на титульном листе над заглавием. В области выходных данных, если многотомная книга выпускается в одном месте издания одним издателем, то место издания, наименование издателя приводят в записи на первом уровне. Например, вот 210 поле, область выходных данных. Значит так, $А, место издания Москва. С, издательство АСТ. Д, 2017 год. Это сведения общие для всех томов. Тоже здесь такой пример. А, Санкт-Петербург, С, азбука и другие.
Ну, здесь 2022 год. Тоже такой же пример. Доллар А Сыктывкар, доллар С Амур, доллар Д 2020 год. Эти все сведения общие для всего многотомного издания. При составлении описания полного комплекта многочастного документа приводят даты публикации первого и последнего томов, соединенных знаком тире. Вот тоже вот здесь пример. Если у нас есть в наличии все тома, то мы приводим их в таком виде: 2016-2019. И, конечно же, если мы знаем, что все тома издавались в один год, например, все 3 тома вышли в 2011 году, мы дадим 2011 год уже без тире. А еще, если, например, мы составляем запись по первому тому, и мы не знаем, когда придут к нам следующие тома, то мы, значит, ставим доллар D 2018 год и знак тире, так как издание продолжается. В области физической характеристики на первом уровне, как правило, приводят только сведения о размере издания. И в тех случаях, когда тома не совпадают, имеют разные размеры, их приводят, указывают размеры наименьшего и наибольшего размера. Например, вот высота книги 22 сантиметра мы указываем в 215 поле. Мы только приводим здесь сведения, которые относятся к общей части. Потому что в 215 поле, например, доллар А, объем издания там, у него у каждого свой, и поэтому в общей части они не приводятся. Здесь только обычно общий бывает размер книги. Вот, например, доллар Д 22, также может быть 20. И если мы знаем, что перед нами тоже несколько изданий, и они имеют разную высоту, ну, мы приводим, значит, наименьшую и наибольшую. Сведения о серии приводят записи на первом уровне, если все тома многотомной книги входят в состав какой-либо серии. Ну, вот здесь тоже, например, избранное сочинение в 4 томах Оноре де Бальзак. И тут серия, все тома, все 4 тома вышли под общей серией, золотая серия, зарубежная литература. Вот также можно посмотреть, как это в 225 поле, значит, выглядит. Доллар, индикатор будет единица. Доллар А золотая серия, доллар Е аббревиатура сокращенная, и доллар И зарубежная литература. Это название подсерии. Так, в области примечания на первом уровне приводят сведения, относящиеся к объекту описания в целом или к большинству томов или выпусков. Например, 320 поле – это область библиографических данных. Здесь, например, указано доллар А – библиография и предметные указатели в конце томов. Это сведения общие для всех томов, и в каждом томе можно найти и библиографию, и предметные указатели. Также такие есть примечания общие, как, например, издание прекратилось на выпуске 22. Или, например, том 4 и том 6 не вышли из печати. Или же описание составлено по обложке, это при отсутствии титульного листа. Также может быть примечание, например, на титульном листе только частное заглавие томов. И том 1, том 1-2 изданы в одном переплете. Также может быть примечание
ну, общее для всех томов, что все тома изданы на коми языке. Так, посмотрим, не выходит целиком. Ну, я тогда скажу пример, если что-то здесь не получилось. Был такой вопрос задан, что в общем описании томов была всемирная история в 10 томах. Вот, если сможете видеть, в 10 томах. И это была создана многоуровневая запись. И вот эта общая часть, перелистнулась, это общая часть, значит, и вдруг неожиданно пошли после 10 томов еще тома. 11, 12 и 13. Начали спрашивать, что же делать, как же быть в таком случае. И в таком случае вот здесь должно быть 300-е поле, будет примечание в общей части, просто добавляется, что издание продолжено, и вышли тома с 11 по 13. Это можно сделать, когда вот бывает, что такие, ну, вот запланировано у издателей одно количество томов, но решили они продолжить. Теперь рассмотрим второй уровень, спецификацию. На втором уровне многоуровневое описание приводит сведения, относящиеся к отдельным физическим единицам, томам, выпускам, номерам, входящих в состав многочастного документа. Значит, первым элементом области является порядковый номер тома, выпуска, ну или подобных там вариантов. При наличии обозначения тома, наименования выпуска номера, их обычно приводят в сокращенной форме. Например, если там на книге написано том 6 в источнике информации, то мы будем писать, описывая Т.6. Книга 5, КН.5. Часть 2, Ч5. Сборник 3, сборник 3. Это на английском языке. Volume 4, Vol 4. И также, например, сентябрь 2001 год. Здесь ему приводится 2001 год, запятая сентябрь. Год на первое место выходит. И тут же есть такое, опять же, тоже говорили вчера, что количественные и числительные обозначают арабскими цифрами в описании. То, например, вот книга 5, значит, она будет в описании идти книга 5 арабской цифрой. И, значит, тома идут у нас без наращивания окончаний. Так как слово, том, глава предшествует порядковому номеру. Если у нас вот в таком виде идет, значит, например, мы не наращиваем никакие окончания. Ничего, понятно? Если в объекте описания отсутствует обозначение тома, в описании приводит только порядковый номер. Например, вот все поле 200. Когда у нас идет без частного заглавия, то индикатор первый идет 0, и мы приводим только номер, вот 28. Или, например, другой пример, тоже поле 200, название доллар. Здесь первый индикатор будет 0, доллар А, книга 1. Если, например, мы сведения, что эта книга нашли в другом каком-либо источнике, а уже в книге не было обозначено, что книга 2,
то мы, зная, что книга была первая, обозначалась книгой, мы можем привести в квадратных скобках. Книга 2. Также выпуск. Также вот эти вот все числительные, они приводятся, чтобы индикатор первый в 200 поле был равен нулю. И также смотрим пример. $А, квадратные скобки, выпуск, видимо, взято из вместительного листа, и поэтому заключаем квадратные скобки, выпуск 63. Ну и такой же пример. $А, 13 выпуск. Если том, выпуск, в свою очередь, подразделяется на выпуски, не являющиеся отдельными физическими единицами, нумерацию приводят в той последовательности, которая имеется в издании, и разделяют запятой. Например, часть 5, глава 39. Книга 3, запятая, часть 2. Том 6, запятая, часть 1. Ну, какое-то обозначение, какая-то часть 8, 3 и 2. При наличии частного заглавия тома, выпуска, его приводят в качестве основного заглавия после обозначения и номера тома. Основному заглавию предшествует двоеточие. Это двоеточие имеется в виду, что это выходит, когда уже в описании на каталожной карточке и все такое прочее. Ну вот, например, часть 2, рекламные плакаты, первая половина 20 века. Например, в нашей записи будет поле 200, это уже в спецификации тома. Здесь уже будет индикатор 1, не как вот нолик, когда вот были просто выпуски, номера. И здесь уже будет рекламные плакаты, первая половина 20 века. Другой пример. Том 3, запятая, книга 3, проблемы управления. Если рассматривать это название в формате Русмарк, то в поле 200 здесь уже будет название, значит, индикатор первый будет равен единице. И мы записываем проблему управления, чтобы это название вышло в словарь для поиска. И тоже такой же пример наподобие. Том 4, французская революция, философия, история. То же самое. Мы его приводим, также будет в 200 поле будет первый индикатор равен единице. И в $А мы это запишем: французская революция, философия, история. В случае, когда отсутствие частного заглавия на титульной странице в качестве основного заглавия, может быть приведено заглавие содержащегося в нем произведения, в этом томе. Например, том 2, на титульном листе отсутствует заглавие, просто приведено том 2. Но когда мы перелистываем, сразу же можно увидеть название этого романа. И мы тогда его можем заключить в квадратные скобки и тоже разместить в $А в 200 поле, но только с квадратными скобками. И также вот том 1 естественные науки. Также можно это взято откуда-то из содержания книги, скорее всего. И том 3 рассказы. Ну вот, значит, если, например, том содержит 2 или более произведения, то после номера тома можно привести общее заглавие, которое заимствовано из книги на основе ее анализа. А названия произведений в этом случае могут быть приведены в примечании о содержании. Например,
мы выяснили, что в содержании находятся такие рассказы, как «На воде», «Четверо», «Лихорадка» и «Письмо из Одессы». И мы можем в томе третьем в доллар А, ну, привести общее заглавие рассказа в квадратных скобках и в содержании указать «На воде», «Четверо», «Лихорадка» и «Письмо из Одессы». Значит, так. Значит, элементы в области выходных данных в описании на втором уровне приводят в соответствии с правилами с учетом следующих особенностей. Как правило, в 210 поле мы приводим только, не только в 210, а вот как раз вот в описании второго уровня тома, значит, мы приводим только дату, так как все другие сведения, например, там Москва, издательство АСТ, это все у нас вышло в общей части. Здесь мы приводим на втором уровне только дату тома. Это будет 210 поле. Мы вводим только $D и будет, например, 217. Это именно дата выхода издания в этом году. Ну и часть 1 древнерусская литература вышла в 2020 году. Это как раз именно дата выпуска первой части. Значит, область физической характеристики. Сведения о пагинации приводят теми цифрами, римскими или арабскими, которые использованы в объекте описания. Также мы подсчитываем ненумерованные листы, страницы, их тоже записываем также в квадратных скобках. По тем же правилам, что и для одноуровневых изданий. Ну, например, вот том 1, он имеет 140 страниц. Вот том 2, у них идет пагинация уже со 141 страницы. И поэтому здесь мы приводим заглавная буква «С», значит 141 дефис 210 страниц. Это объем второго тома. Также, например, приводим 62 страницы и 2 неподсчитанные страницы, как обычно, 2. Их приводим в квадратных скобках. Также в книге, в этом данном томе, имеется отдельный лист таблиц. Это мы тоже их приводим в $Е, сведения приложения к изданию. И также вот тоже может быть такой пример, том 1, 630 страниц. Он, значит, содержит иллюстрации и плюс отдельный лист карт. Это $Е будет отдельный лист карт. В области серии на втором уровне приводят сведения под серией, если они различаются в каждом томе. Ну, вот, например, в данном примере, вот часть 2, часть 3, грузовые автомобили, авторы перечислены, и вот треть, ну, заглавие серии. Значит, грузовые автомобили и специализированный автомобильный транспорт. Вот это заглавие под серией относится именно к части 2. И вот часть 3, автомобильные двигатели, у него подсерия автомобильные двигатели и топливная аппаратура. Такая вот подсерия. В области примечания на втором уровне приводят сведения, не включенные в область примечания описания на первом общем уровне. Но они бывают необходимы для характеристики конкретного тома.
или выпуска. Там указывается все то, что относится к данному тому. Например, вот выпуск первый, вот примечание, резюме на английском языке. Это значит, что в этом выпуске есть у нас резюме на английском языке, а также алфавитный указатель на странице 454. Ну, вот другой пример. Здесь примечание о содержании. Поле 327. Здесь перечислены произведения, включенные в данную книгу третью. Ну и выпуск 2. На заглавии также Сыктывкарский лесной институт. Скорее всего, в первом выпуске или в общей части, значит, не было указан Сыктывкарский лесной институт, но во втором выпуске он принял участие, и поэтому о нем упомянули на втором уровне. Так, это мы пока не будем. А сейчас мы перейдем конкретно для ввода какой-нибудь многочастной книги. Значит, вам нужно открыть свой каталог. Нужно открыть, чтобы попробовать тоже как бы вводить. И сейчас мы будем вводить двухтомное издание. Но у нас как бы только один том от Александра Маринина, том 1. Можете увидеть. Мы его проанализируем и составим общую часть. Многоуровневое описание, вот, например, том 1, он будет состоять из 2 частей. Значит, общая часть отдельно идет у нас. И отдельно на том библиографическое описание. Значит, сейчас будем составлять запись первую на общую часть. Сначала мы выберем в области поиска, например, заглавие. И введем «Другая правда». И добавим индивидуальный автор. Сюда можно написать просто фамилию. Нажимаем «Искать». Вышли какие-то Маринины, но у нас такой книги нету. Поэтому мы нажимаем сбоку на «Новая запись». И перед нами открывается выбор листа ввода. Так как мы создаем запись на многочастную общая часть, поэтому выбираем «Книга. Многочастная общая часть». Мы будем составлять общую запись на этот том. Значит, выбираем. И можно посмотреть вот лист ввода, книга, многочастная общая часть. Статус записи, новая запись, тип записи, текстовые материалы, кроме рукописных. Ну, переходим к полям. Значит, поле 10, 010. Это у нас международный стандартный книжный номер. Так, смотрим. Это у нас титульный лист. Смотрим оборот. На обороте титульного листа мы видим номер и ИСБН. Но так как он один, получается, что этот номер, скорее всего, относится к тому 1, потому что когда вот такие вот отдельно идут, и ИСБН, мы пишем обычно и приписываем их к частным томам. Поэтому в данном случае мы не будем писать его в общую часть. Мы его укажем как раз в записи к тому 1.
поэтому мы его пропускаем, но можно посмотреть, например, тираж. Так как у нас том только один представлен, нам еще мы еще не получали второй том, поэтому как бы тираж, наверное, тоже не стоит писать в общую часть, лучше указать его тоже указать его на, на маленький том. Поэтому мы поле 0.10 пропускаем. Переходим к полю 100. Данные общей обработки. Если мы еще посмотрим, здесь вот в библиографическом списке Александра Маринина, здесь можно увидеть, что вот «Другая правда», у нее том 1 и том 2, поэтому мы знаем, что у нее будет 2 тома. Вот это я хотела сказать. Но мы не знаем, будет ли второй том тоже выходить в 2021 году, или может уже придет в этом году. Поэтому здесь под поле мы когда открываем данные общей обработки и смотрим, вот это все вот эти год записи в файл, это все уводится у нас автоматически. Поэтому мы идем до тип даты. Здесь автоматически стоит D, монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного календарного года. Так как мы не знаем, когда придет второй том, поэтому мы открываем наш справочник и смотрим, что здесь есть. Доллар А текущий ресурс, продолжающийся, это к нам не подходит. Продолжающийся, монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного календарного года, нам не подходит пока. И вот нам подходит доллар Ж, монография, публикация, которая продолжается более года. Мы как бы, конечно, не знаем, вполне возможно, что он придет и тоже в 2021 году, но когда мы составляем описание по одному тому, обычно ставим доллар Ж. Монография, публикация, которая продолжается более года. И смотрим дата 1. Сюда мы вводим 2021. Дата 2. Когда вот мы используем доллар Ж, то в этой дате мы обычно вместо вот этих решеточек, пробелов, ставим 4 девятки. Это значит, что дата последующего издания пока неизвестна. Значит, код целевого назначения можно выбрать, например, для взрослых общего характера. Или оставить было УП неизвестно, потому что могут читать и юноши, и дети некоторые читают. Так что мы, может быть, оставим УП. Ну и ввели. Все остальные символы выходят автоматически. 101 поле. Язык документа. Книга у нас на русском языке. Поэтому здесь автоматически стоит РУС. Мы его оставляем. Страна публикации или производства у нас будет Москва. Значит, тоже оставляем без изменений. Россия. 105 поле. Значит, поле кодированных данных. Открываем иллюстрации. Ну, обычно в таких вот книгах здесь не видно, но, скорее всего, здесь иллюстрации у нас отсутствуют. Поэтому мы поставим значок без иллюстраций. Дальше пропускаем коды иллюстраций. Это мы их заполняем, когда там, например, кроме иллюстраций мы бы отметили там еще бы портреты дополнительно, может быть, карты или что-то такое. Но раз ничего нет, мы их опускаем. Дальше коды формы содержания. Открываем опять. Смотрим. Вот она не подходит. Каталог, словарь, энциклопедия, все. Ничего нам не подходит. Для художественных изданий мы обычно используем доллар Z. Другой тип содержания. Опять же, коды формы содержания пропускаем. Код конференции мы здесь не заполняем. Для художественной литературы.
И, в принципе, только здесь можно указать код литературного жанра художественная литература. Код биографии мы тоже не заполнили. Окей. 181 и 182 поле, они выходят автоматически для текстовых изданий, поэтому мы их тоже не заполняем, пропускаем. И вот переходим к полю 200, заглавие и сведения об ответственности. Значит, пишем, что мы здесь видим. Александра Маринина «Другая правда». Это явно будет уже, судя по всему, общее заглавие многотомника, поэтому вводим сюда «Другая правда». Дальше смотрим, у нас нету никаких там изданий. Вот посмотрим на обороте титульного листа. Здесь тоже ничего нету. Скорее всего, это, конечно же, роман. Потому что, видите, читайте все романы Александры Марининой. Из этого можно заключить, что это все-таки роман. И можно его поставить в $Е в квадратных скобочках, так как мы взяли не совсем с прямого описания роман. Дальше курсор переводим в конец. Смотрим первые сведения об ответственности. И вводим автора так же, как он указан на титульном листе. Дальше смотрим, что там еще у нас есть. Разработка серии, здесь какая-то иллюстрация на обложке. Но иллюстрация на обложке не такая важная, мы ее не будем указывать. 205, 203 поле тоже вводится автоматически. 205 поле сведения об издании мы не заполняем. 210 поле. Опять возвращаемся к титульному листу и смотрим. Индикаторы у нас здесь будут не определены. $А. Место публикации. Пишем Москва. $С. Имя издателя. Ну, как мы видим, это Эксмо. Чтобы удостовериться, можно посмотреть на обороте, да, Эксмо. И $Д. 2021. Так, переходим дальше. Поле 215. Физические характеристики. Здесь мы, как мы помним, в общей части мы указываем только $Д размеры. Поэтому мы убираем $А, ставим $Д. И если так посмотреть, то это где-то 21 сантиметр. Ну, так-то меряем линейкой обычно. Вводим 21 сантиметр без слова СМ. Просто серия. Тут хотя и написано, что какая-то серия должна быть, но что-то ее нигде не видно. Литературных художественных знаний. Вот это концевой титульный лист, оглавление. Тут какой серии что-то есть. Поэтому мы это поле не заполняем. И идем дальше. Ну, в принципе, здесь еще... И мы переходим к полю 700 и пишем Марина. И ищем по авторитетному файлу. Нажимаем на номер подполя, как обычно. Вышла запись, открываем, связываем. Вот она вышла. И переходим дальше. Также в общей части мы поле 686 не заполняем. Ключевые слова мы тоже здесь не заполняем. Все это относится к томам. Так, значит, здесь больше у нас ничего такого нету. И можно добавить поле 899
Индикаторы, сейчас мы их проставим, они не определены. Здесь мы поставим МБР и нам обязательно нужно поставить в общей части $И, авторский знак. Вот нажимаем на $И и ищем Маринину. М26. Вот он встал у нас здесь. И поэтому сохраняем. Запись записываем. И вот у нас получилась вот такая вот запись. Это общая часть на этот многотомник. Теперь мы ее закрываем. И теперь нам нужно создать еще часть, библиографическую запись на том. Опять возвращаемся. Выбираем новая запись. И из листов ввода выбираем многочастный том. Выбрали. Ну, вот перед нами тоже открылась запись. Книга «Многочастный том», новая запись, текстовые материалы. Идентификатора еще пока нету, новая запись. Смотрим дальше. Переходим к полю 0.10. Здесь уже мы будем вводить тот ISBN, который написан у нас на обороте титульного листа. 578 5 Также здесь можно указать $Б. Многие указывают в переплете. И тираж указать. Тираж у нас находится в конце книги. Здесь написано доп. Тираж 1500 экземпляров. Если мы пишем тираж, слово экс не пишем. Опять перешли к полю 100. Здесь уже мы, когда опять мы откроем $А, все вот эти данные вводятся у нас автоматически, поэтому переходим к типу даты. Здесь стоит D. Монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного календарного года. Мы ее оставляем, так как этот данный том наш именно издавался в 2021 году. Поэтому мы вводим сюда в дату 1, 2021. Опять же смотрим дату 2, мы не трогаем. Код целевого назначения, опять же, пусть будет неизвестно. В общем-то и все. 101 поле у нас язык русский. 102 страна тоже русская. Мы уже это рассматривали в общей части. 105 поле, опять же, мы открываем. Иллюстрации у нас здесь нету. Ставим без иллюстраций. И также проходим коды формы содержания. Ставим Z, другой тип содержания. И литературный жанр ставим художественная литература. Опять же, 181, 182 мы не трогаем. И вот мы дошли до поля 200. Заглавие и сведения об ответственности. Опять переходим на титульный лист, смотрим. Что мы там видим? Что том 1 название. Поэтому, как мы уже изучали, то сюда напишем Т.1, как мы сокращаем тома, и индикаторы. Раз у нас нету частного заглавия тома, поэтому мы индикатор будем, заглавие у нас не будет являться точкой доступа. Мы ставим индикатор 0. Второй неопределенный индикатор. Дальше идем поле 203, оно автоматически выполняет. 210. Здесь уже прямо стоит $D. Это означает, что мы сюда вводим только дату нашу, дату
дату изготовления, дату выпуска. Остальные поля мы здесь не заполняем. Поле 215. Физическая характеристика. Опять мы возвращаемся в конец книги. Вот тут здесь можно посмотреть, что вот заканчивается страница 348. И тут уже на следующей странице уже нету. Поэтому мы пишем 348, запятая, и ставим непросчитанную страничку. Страниц. Так, доллар С это у нас сведения об иллюстрациях, но их нету, поэтому мы его не заполняем. Здесь же можно указать в томе, сейчас если мы вернемся к титульной странице, что можно указать, что другие произведения автора можно посмотреть на странице вот 5, 4, 3 на второй странице. Здесь мы пишем. Двоеточие, страница 2. Ну, можно, конечно, не сокращать. Дальше смотрим. Примечание об особенностях распространения. Опять идем, смотрим. Здесь ничего у нас нету. Вот в конце стоит 16+. Значит, сюда мы указываем 16+. Какого возраста? И вот теперь как раз вот это наше поле, уровень набора, которое у нас очень важное для наших документов. С помощью него мы связываем общую часть и все тома. Который придет, например, к нам второй том, мы его тоже свяжем с общей частью. Вот. Нажимаем на поле правой кнопкой мыши, и открывается у нас такое окно. Выбираем «Связать». И открывается у нас область поиска, тоже похожая вот на то же. И мы выбираем пример заглавия, которое у нас было общее заглавие, другая правда. Другая правда. Ну, здесь можно написать Маринина. И нажимаем «Искать». Вот вышли к нам записи. Мы ищем, идем, она обычно наша Маринина должна быть в конце. Она встает, которую мы создали запись, и точно мы находим Маринина общая часть, которую мы создали. Мы нажимаем кнопочку «Связать». Вот ну, получилась встроенная запись. Здесь как раз вот этот идентификатор записи общей части у нас в этом поле. 200-е поле это вот тоже наша общая запись, которую мы создали. Курсорчик мы ставим в конец записи. Выбираем доллар В, обозначение тома. И сюда пишем заглавные буквы том.1. Вставить. Вот у нас получилась такая вот встроенная запись. Общая. Дальше мы переходим к полю 610. Здесь можно написать художественную литературу. Здесь указываем индекс ББК 74. Так, выбираем, значит, берем таблицы и источник данных. Заполняем это поле. Вот это обязательно тоже поля вот эти вот
издание, доллар 2, источник данных. В этом уже, в этой записи многочастный том нашей мы не заполняем уже 700-е поле. Мы только заполняем 899 поле. Вот я буду писать нашу, например. И также мы заполняем, ну, скажем, абонемент доллар Б, это наименование фонда. У вас может быть филиал, доллар F, доллар G. Это будет у нас полочный индекс. Что-то как-то странно вышло. И сюда же мы должны снова авторский знак поставить. Ну, в общем-то так. Нажимаем «Записать». И можно посмотреть библиографическое описание. И вот вышла к нам у нас такая запись. Вот это вот у нас общая часть. Александра Маринина, роман. Том 1, страницы, другие произведения автора такие-то. Возрастные ограничения, доп. Тираж и ИСБН. В общем, все сведения. Закрываем запись. Вот если к нам придет второй том, мы также его создадим запись на новую запись мы можем создать на том. И также будем связывать с общей частью. Теперь мы посмотрим еще другую книгу. Александр Кердан. Вот собрание сочинений в 6 томах. У него есть частное заглавие тома. Вот ее мы попробуем ввести. Ну, для этого мы опять вернемся к поиску. Сюда вводим собрание. Можно писать, не полностью не писать. Сюда пишем Кердан. И нажимаем «Искать». Это у нас здесь уже были книжки, но мы будем создавать свои. Выбираем, по идее, когда мы делаем поиск на дублетность, у нас не должны выходить книги. Это просто в наших примерах мы взяли уже книги, которые у нас были в каталоге, поэтому они тут присутствуют. Но мы как бы сделаем вид, что их как будто бы нету, и поэтому мы выбираем «Новая запись», опять же, и смотрим. Выбираем лист ввода, многочастная общая часть. И будем его вводить. Вот у нас, например, есть том 1. Посмотрим сразу же оборот листа. Тут мы видим, что есть у нас ИСБН на том 1 и есть ИСБН на общую часть. Так, у нас где-то еще есть том 2. Том 2. Как посмотрим его, тоже собрание сочинений в 6 томах. И тоже у него общая часть ИСБН. У него в общей части свой ИСБН. Обратно возвращаемся к титульному листу и начинаем вводить. Значит, ИСБН. Выбираем номер общий для всех томов. 2578. Вот мы его ввели. Можно посмотреть тираж здесь 1000. Тома 1. Посмотрим тома 2.
тоже тираж 1000, поэтому мы можем тираж перевести в общей части. Сюда мы пишем 1000 и переходим к тому первому. Опять у нас сотое поле, данные общей обработки. Как мы уже видели, что этот первый том в 2021 году издан, том второй тоже в 2021 году издан, но мы не знаем, когда издан третий том, поэтому мы напишем, будем думать, что он издавался не в течение года. Опять открываем наш доллар А. Эти мы не записываем даты. Переходим к типу даты. Нас интересует монография, издаваемая полностью или издаваемая в течение одного календарного года. Если, конечно, мы знаем, что все тома издавались в один год, то мы выберем доллар D. Но так как мы не знаем, мы выбираем опять G. Так, с G. И дата 1 пишем вместо этих решеточек 2021 год. Переходим к дате 2. Так как мы не знаем вторую дату, мы пишем 4 девятки. Код целевого назначения. Поставим неизвестно. Он уже стоит автоматически, мы его оставим. Больше ничего нам здесь не надо. Окей. Значит, язык документа русский. Страна у нас Екатеринбург, это Россия. Значит, Россия, 105 поле. Ну, судя по всему, здесь тоже нет иллюстраций, насколько я помню. Можно посмотреть, конечно. И тут, здесь тоже не указан. Значит, мы пишем, открываем доллар А и выбираем без иллюстраций. Идем дальше. Коды формы содержания выбираем. Для художественных у нас идет доллар Z, другой тип. И идем еще код литературного жанра. Индикатор конференции, юбилейного. Нас это ничего не интересует в данном документе, поэтому выбираем художественную литературу. Опять же, эти поля у нас автоматически заполняются для текстовых документов. Мы их пропускаем. И вот многочастный том, значит, здесь стоит цифра 1, так как заглавие является точкой доступа. Обычно у нас заглавие является точкой доступа. У нас будет заглавие собрания сочинений. Мы сюда вводим. Подполе, значит, доллар Е, сведения, относящиеся к заглавию. Здесь мы пишем в 6 томах. Доллар F, первые сведения. Пишем, как на книге, Александр Керган. Дальше, значит, смотрим оборот. Кто-то тут еще есть, ответственные лица, никого нету. Переходим дальше. Значит, 203 поле у нас автоматически, 205 поле у нас мы не заполняем. Хотя нету. Здесь есть вступительная статья Н. Ягодничевой. Ягодинцевой. Так что мы укажем сюда статью доллар Ж, так как теперь титульный лист у нас, оборот титульного листа приравнивается к титульной странице, поэтому будем писать уже без квадратных скобок, просто напишем вступительная статья, так же как написано в документе. Пишем вступительная статья.
мы указываем эту статью не в первом томе, так как она, скорее всего, будет, так как по правилам каталогизации статьи, которые указаны в первом томе, мы вводим их в общей части. Так, значит, это мы ввели. Поле 210. Переходим опять на титульный лист. Пишем Екатеринбург. Место. Доллар С. Издательство Аспур. Мы пишем только то, что заключено в кавычки. Издательство слова опускаем. Пишем так же, как указано на титульном листе. И доллар Д. Пишем 2021. И так как мы не знаем, там я тоже пропустила, мы поставим дефис. Правда. 215 поле. Так как это у нас общая часть, мы обычно указываем только размер. Мы тоже укажем, что как будто бы 22 сантиметра. Эта книга у нас по размеру. Дальше идем. Вот здесь вот у нас, я смотрю, от руки приписано 12+. Если, например, это указано на всех томах, то это можно написать в общей части. И здесь тоже 12+. Так, значит, мы напишем поле 333. Примечание об особенностях распространения. Пишем 12+. Это будет в общей части у нас все. Значит, у нас серии здесь нету. Можно сделать примечание, что на титульном листе указан только автор без названия. Это не обязательно. Переходим к полю 700. Сюда пишем Кердан. Александр. Смотрим, где у него инициал. АБ. Наверное, в конце книги обычно есть раскрытие инициалов. Александр Борисович. Доллар Ж. Проверим на всякий случай в авторитетном файле. И он, оказывается, у нас есть. Можно было не вводить. Почему-то только мы не можем его подцепить. Алфавитный список. Да, вот есть у нас такой автор. Его свяжем. И также поле добавим 899. И в нем индикаторы здесь будут определенные. Пишем укажем авторский знак. К36, значит, будет. Это нужно, чтобы вот этот авторский знак выходил потом на карточке. Можно посмотреть сразу же карточку. Вот, что мы видим, в принципе. Конечно, не очень нравится статья. Ну, что ж поделать? Писать. Так, мы сделали общую часть на вот эти два тома.
Теперь мы сделаем, закрываем. Теперь мы будем делать новую запись на том. Опять же, выбираем из листов ввода многочастный том. Выбрали. И начинаем вводить. Вот как раз мы будем сейчас рассматривать том 1. Смотрим на индексы ISBN. 808, 5, 4, 500. Здесь мы можем в уточнениях указать, что это том 1. Тираж мы здесь не переводим, так как он указан в общей части у нас. Переходим к сотому полю. Опять же, пропускаем годы ввода. Выбираем тип даты. Здесь уже автоматически стоит D, что монография издана в течение календарного года. Выбираем дату 1. Здесь у нас будет 2021. Нажимаем ОК. Здесь уже все автоматически. Язык русский, страна Россия. 105 поле, повторяем, что это у нас без иллюстраций. Код формы будет у нас Z. И код литературного жанра тоже художественная литература. Поле 200. Поле 181, 182 автоматически выполняется. Значит, поле 200. Здесь у нас будет заглавие. У нас есть роман с фамилией и царь горы. Поэтому индикатор здесь у нас будет единица. Ну, если мы посмотрим, что заглавие является точкой доступа. И в доллар А основное заглавие мы вводим в роман. Так как мы смотрим, что у нас два романа, роман с фамилией и царь горы, поэтому мы снова ставим, повторяем доллар А и сюда же вводим царь горы. Здесь уже мы автора не вводим, так как у нас он уже есть в общей части. Посмотрим еще раз на обороте. Здесь можно дополнить, что это первый вот роман, это исторический роман, а царь горы это просто роман. Вот сюда курсорчик ставим после фамилии, добавляем доллар Е и пишем исторический роман. И царь горы здесь просто роман. Можно опять же добавить доллар Е, пишем роман. Дальше идем и смотрим. Значит, поле 210. Здесь у нас указана только дата публикации. У нас здесь 2021 год. Сюда вводим 2021 год. Переходим в поле 215. Физическая характеристика. Сведения об объеме. Идем в конец и смотрим. Последняя страница 635. Подсчитанная. И 2 не подсчитанные. Значит, мы пишем здесь 635. Запятая. Квадратные скобочки. Сюда ставим фа и с точка страницы. Иллюстрации здесь нету. Размеры мы уже заполняли. Идем дальше. И снова у нас 461 поле. Мы должны наш том связать с общей частью. Опять же, нажимаем левой кнопкой на номер поля. Нажимаем «Связать». Пишем. Здесь уже другое выбираем. Собрание. Собрание. И здесь пишем автор уже Кер. Да. И нажимаем «Искать». И идем сразу в конец списка. И вот мы видим книга многочастная, общая часть. Это то, что мы создавали. Связать. Смотрим, вот это уже, значит, идентификатор
общей части. Вот наше поле, собрание сочинений в 6 томах. Александр Кердан. В конец поля ставим курсорчик, выбираем $V и сюда пишем Т1. И после этого нажимаем «Вставить». Вот мы связали две записи. Нашу текущую, вот эту многочастный том с общей. Дальше идем. Не знаю, что здесь за ключевые слова. Просто напишем эстетические романы. Тоже заполняем индекс наш ББК 84. Два равно 14, 2, 6. И опять же смотрим, значит, мы систематизируем по средним таблицам, значит, выбираем средние. У вас свои таблицы, возможно. И библиотечно-библиографическая классификация. Вот, мы заполнили поле 686. Опять же, 700 поле мы уже не заполняем. И только переходим к 899 полю. И там уже вводим как раз все данные именно для нашего этого тома. Опять же заполняем, скажем, это у нас абонемент будет. Так, это будет у нас Кердан. Ставим К36. И тут ставим опять же 84. И тут же мы вводим там номер свой инвентарный, например. 396. И нажимаем «Записать». И вот у нас получилась снова запись. Можно опять посмотреть. Вот мы видим, что у нас получилась такая запись. Кердан Александр Борисович. Собрание сочинений в 6 томах. Вот том 1 с такими-то названиями. В общем, это все. Таким номером. У нас есть еще как бы второй том. Я просто покажу вам быстро, как его можно сделать побыстрее, значит. Мы сейчас на второй том, чтобы меньше заполнять. Можно сделать как бы новую запись опять. Можно сделать прототип. Попробуем через прототип. Нажали. И смотрим. Локализуем. Многочастный том. И смотрим. Видите, у нас это новая запись. Мы как бы только здесь нужно аккуратно, чтобы не отредактировать то, что есть. Вот здесь мы смотрим, что идентификатор у нас новая запись, значит, действительно новая запись. И мы должны отредактировать эту запись. Просто мы находим наш второй том и смотрим. Здесь нам нужно только вот исправить ISBN. Вот здесь было 39, мы сейчас исправим здесь 38. Здесь точка 0. И здесь исправим том 1 и том 2. Это как бы мы сделали копию с первого тома. Вот, мы добавили том 2. Здесь это поле мы уже не будем сотое заполнять, потому что оно у нас то же самое. 2021 год. Все. Это все у нас заполнено. 105 поле заполнено. Это все. Вот здесь мы будем редактировать. Мы убираем вот это вот название. Сейчас посмотрим, нам подойдет ли там. Да. И пишем перек отдаленный. Перек отдаленный. И тут еще
Еще раз окружение чести. Эти кабачки. Так, смотрим опять оборот и смотрим, что это исторический роман в двух книгах. Здесь можем мы написать исторический роман. Так и напишем в двух книгах. Еще раз окружение чести. Экскурс в истории дуэли. Просто напишем экскурс в истории дуэли. Ну вот, мы написали. Дальше идем. Тоже 210 поле у нас уже, так как мы сделали через прототип, он у нас скопировался, и мы его не заполняем. 215. Вот 215 поле нужно обязательно проверить. Смотрим страницы. Здесь уже видим, что 596 страниц. Это не подсчитанное. Это 3 страницы не подсчитанные. Пишем 596. Исправляем как бы запись. 596. Здесь уже будет у нас 3 страницы. Дальше идем. Вот мы дошли до 461 поля. Можно уже и не связывать его, просто отредактируем. Нажимаем опять на поле и здесь выбираем редактировать встроенную запись. Переходим к тому 1 нашему и исправляем цифру 1 на 2. И опять нажимаем вставить. И получили, что мы связали уже другой том, второй. Опять напишем, что это роман. Видите, у нас уже 686 поле тоже автоматически перешло как бы в следующую нашу запись, наш том второй. Здесь мы не заполняем. И переходим в 899 поле. Здесь вот опять придется его заполнить. Здесь получается момент. Здесь опять мы ставим авторский знак. И здесь мы ставим индекс полочный К. 74 равно 411 К. 6. И пишем опять же номер, какой указан на книге. 298. Пишем записать. И вот у нас получилась вторая запись. Показать. Вот мы смотрим, что у нас вот берег отдаленный, собрание сочинений. И теперь можно посмотреть все записи. Я их специально сделала не готовыми, эти записи, чтобы их можно было найти. И вот смотрим вот многотомник, общая часть. Это то, что мы сделали сейчас. Включает, смотрим. И вот включает он два наших тома. Том 1 и том 2. И также можно делать и с другими томами. Ну, на этом как бы у нас наши лекции заканчиваются. Спасибо вам большое за внимание. Если, конечно же, будут вопросы, обращайтесь в наш отдел обработки. Спасибо за внимание.